Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова и Иван Луцкан. Сегодня мы обсудим неоднозначную тему – запрет на мат в соцсетях, который вступил в силу с 1 февраля. Такие изменения внесли в закон об информации, информационных технологиях и о защите информации. В якутском WhatsApp уже активно распространяются слухи на этот счет, говоря, что за любое нецензурное слово пользователям грозят крупные штрафы. Да, весьма интересная информация, я сам наблюдал ее в соцсетях, там уже и мемы уже разные по поводу этого. Поэтому, действительно, с 1 февраля администрация соцсетей и видеохостинга в России должны выявлять и блокировать мат. За игнорирование этого требования соцсети заплатят штраф. Для юрлиц его размер достигает ни много ни мало, аж 8 миллионов рублей. Будут ли штрафовать за нецензурные высказывания обычных пользователей соцсетей, узнаем сегодня. Если опубликованный пост нарушил чьи-то права, то отвечать будет владелец соцсети. То есть Марк Цукерберг, например, лично. Например, если публикация оскорбляет конкретного человека, то соцсеть должна удалить такой пост. А вот если она этого не сделала, то будет отвечать в суде и выплачивать штраф. По крайней мере, в теории. Ругающийся гражданин может тоже получить штраф за нецензурную брань в общественных местах. За мелкое хулиганство человеку грозит штраф от 1000 или до 15 суток ареста. Вот наматерится тогда он там. Поскольку соцсети с большим ежедневным посещением приравнены к общественным местам, также пользователя могут наказать не за само употребление мата, а за унижение чести и достоинства другого лица в интернете, что, к глубокому сожалению, у нас распространено. Привлекать к ответственности по этому основанию российский закон позволял и ранее, и он никак не связан с новыми мерами. Кстати, я много видел примеров, когда в прокуратуру люди писали заявление: вот меня там тетя Таня в WhatsApp там где-то оскорбила. И, собственно, почему бы и нет. По статье Уголовного кодекса России оскорбление матершиннику грозит штраф до 10 тысяч рублей. Но это в том случае, если пользователь подаст на него в суд. Или в прокуратуру как-то. Мат может сопровождать заведомо ложные сведения, которые порочат чью-то честь, достоинство и репутацию. За такую публикацию в интернете или пост какой-либо можно получить штраф до 1 миллиона рублей, или арест, или лишение свободы до 2 лет. Какие слова нельзя писать в комментариях и в своих собственных постах? Какую мысль проще выразить матом? И новые меры, рекомендации, это или строгий закон, сегодня мы обсудим с нашими гостями. На прямой связи с нашей студией директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, старший преподаватель кафедры русского языка как иностранного Северо-Восточного федерального университета Мария Соловьева и предприниматель и блогер Сарел Тихонов. Добрый вечер. Задать вопрос участникам нашей программы и без мата можно в прямом эфире по телефону в студии 8 41 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в WhatsApp. Это 8 914 273 44 88. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире для вас на канале Якутия 24. В законах нет четкого списка матерных слов. Есть разъяснение, что к ним точно относятся 5 всем известных слов на буквы Х, Б, П, Е, М, а также их производные. Какие у тебя познания хорошие, отлично, да. А мне текст помогали писать. Как соцсети будут формировать перечень слов, за которые пользователю грозит бан? Давайте узнаем у Лиги безопасного интернета. Екатерина. Добрый вечер. Действительно, с 1 февраля в России вступил закон о так называемой самоцензуре социальных сетей, когда для социальных сетей вводятся дополнительные обязанности по модерации запрещенного контента, распространяемого на территории России. Они будут обязаны модерировать такой контент, его блокировать и оперативно реагировать на те или иные жалобы пользователей, которые к ним поступают. Какого рода это запрещенный контент? Это, например, информация о продаже и изготовлении наркотиков, пропаганда суицидов, пропаганда онлайн-казино. Применительно к нецензурной брани, здесь мы видим некоторую интерпретацию со стороны средств массовой информации, потому что в законе лишь рекомендовано социальным сетям не использовать свои платформы для распространения нецензурной брани. И более того, для пользователей никаких дополнительных ограничений и никакой дополнительной ответственности не вводится. Это закон, который касается
правил работы социальных сетей на территории Российской Федерации. Спасибо, Екатерина. Мария Сергеевна, вот ваш Центр лингвистической экспертизы Северо-Восточного федерального университета проводит оценку текстов и устной речи. Вот расскажите, для чего делают такой анализ и можно ли этим воспользоваться простому человеку? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Да, действительно, на филологическом факультете создан Центр лингвистической экспертизы, который возглавляет Радченко Виктория Вячеславовна, и принимаются заявки как от юридических, так и от физических лиц. Заявка подается в свободной форме, то есть пишется «прошу провести лингвистическую экспертизу», но далее обязательно нужно указать конкретные вопросы, которые требуется прояснить. Ну, например, имеется ли в данном фрагменте, или в данном тексте, или в данном предложении высказывание оскорбительного характера. К данному заявлению прилагаются расшифровки, если это аудио или видеозаписи, то есть это дело заявителя, потому что анализируются только они. Ну а если это рекламные тексты, то понятно, что данные печатные тексты сами уже являются основой для анализа. Надо сказать, что тут не проводится, к сожалению, анализ фоноскопический, потому что у нас в данное время нет материальной базы. А как проводится сам анализ? По словарям, которые существуют, и по тем рекомендациям, которые дает гильдия. Гильдия лингвистов-экспертов по документоведческим и информационным спорам. Эта гильдия была создана в 2001 году в Москве. Руководит ею Виктор Михайлович Горбаневский, академик, доктор наук. И за 20 лет своего существования эта гильдия разработала ряд нормативных актов, в том числе вот как раз те слова, которые вы уже, на которые вы уже намекнули, и производные от них, это где-то примерно 35 слов, хотя вообще-то список, собственно, мата, который 100% относится к оскорбительной лексике, колеблется от 5 названных вами до 7. То есть там еще синонимы можно присовокупить. И далее у нас есть производные, то есть это формы глаголов и какие-то слова с суффиксами, которые вот от этого ядра создаются. Ну и кроме того, можно сюда включить эвфемистические высказывания. Что это такое? Это высказывание смягченной формы, то есть человек начинает ругаться, но понимает, что он находится в ситуации в общественном месте, и он заменяет слово, даже нейтральное, казалось бы, слово «елки-палки» или «блин», это на самом деле тоже такие вот эвфемистические высказывания. Вот такой, корпус лексем, он составляет, несколько тысяч. И он зафиксирован словарями, которые сейчас, в принципе, можно купить и на Озоне, и в Литресе. Они в свободном доступе. Желающие могут купить и ознакомиться. Вот даже словарь есть. Я работаю... Да, Мария Сергеевна, я так понял, словарь матерных слов. Он еще и толковый? Да, так и называется. Или он только орфографический? Да, есть такой толковый. Есть словарь Татьяны Ахметовой, толковый словарь «Русский мат». Он прямо так и называется. Это словарь, который содержит почти 6 тысяч единиц. И профессор Ахметова, она много лет собирала этот материал. Но я хочу сказать, что для лингвиста мат составляет такой же... Давайте от теории разрешите перейти к практике. Да. Кто хочет попрактиковаться, да? Хочу у Сарела спросить. Сарел, привет. Как давно тебя забанили в Фейсбуке и за что? За какое из слов в словаре? Так как я являюсь весьма неординарной личностью с разносторонним развитием, то, конечно, случаются такие моменты, когда наши мнения с мистером Цукербергом не всегда совпадают. Поэтому, так как они являются владельцами сети, то они принимают решение на блокировку какого-то пользователя, например, меня. Но это было связано с употреблением цензурной лексики?
Нет, цензурная речь пока там никак не контролируется. Там в основном идут, ну, вы сами знаете, не буду рассказывать. Другое, только не за мат. Так, понятно. Саил, ну а вот употребляешь, нет? Употребляет. Я его Нет, читаю. я тоже его это читаю. мой френд. Я просто это, да. Я без ложной скромности скажу, конечно, употребляю. Конечно, употребляю, потому что я считаю матершинные слова неотъемлемой частью русского языка. Понимаете? Россия без водки и без мата – это не Россия. Вы хотите режьте меня, хотите на куски рвите, это вот так. Можно, конечно, искусственно придумать законы какие-то, ввести ограничения, там, штрафы, тюремные сроки, ноздри рвать, на дыбах вешать, но, как сказать, это не вытравить, понимаете? Мы Задорнов же не зря говорил, вы смотрите на Запад, вы хотите, чтобы как на Западе, но это неправильно. Потому что Россия – это уникальная страна, это особенная страна. На то мы Хорошо. стоим, так и победим. Да. Екатерин, вопрос Но вам. другое дело, что все-таки это в соцсети позволяет все-таки, это, говорят, общественное место, но все-таки если я в ресторане сижу, в клубе, да, в театре, и слушаю других людей, и другое дело, я где-то в ресурсе сижу, где я могу человека забанить, удалить и не слушать его мнение, то в общественном месте, в настоящем общественном месте это очень трудно сделать. Ну вот я вам расскажу не один случай. Мы с моим шофером были в Владивостоке на перегоне машине, и мы совершенно нас нельзя обвинить в каком-то ханжестве. Мы зашли в кафе, и там сидели две нарядные девушки, такие модные, красивые, и они так общались, что у нас уши завяли. Поэтому я бы не сказал так однозначно. Поэтому вы к ним Им применили надо уметь пользоваться, определенное сравнение. его надо использовать к месту. Как раз вот вопрос о том, чем же является соцсети. Да, Катерин, вопрос вам. Да? С точки зрения закона, социальные сети — это сайты, информационные системы или программы, с помощью которых пользователи создают личные страницы, что-то там публикуют, и где более 500 тысяч пользователей в сутки. Какие еще ресурсы подпадают под это определение? Может быть, форумы, сайты, объявления или, там, не знаю, может, даже онлайн-магазины? Ну, мы сейчас считаем, что 9 основных площадок в России попадают под это определение. Это не только социальные сети, видеохостинги, но и мессенджеры. Мы предложили в реестр так называемых социальных сетей внести 9 площадок. Это ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер, ТикТок, Фейсбук, Инстаграм и WhatsApp, кажется. И, конечно, мы вообще полагаем, что грань между онлайн-жизнью и офлайн-жизнью, то есть нашей реальной жизнью и жизнью в сети, она вообще практически стерлась. И судя по тем обращениям, которые мы получаем и от граждан, и от родителей детей, многие вообще пользователи сети, они считают, что их действия в интернете, они безобидны, они безнаказанны, они абсолютно анонимны. И они часто не задумываются вообще о том, что они делают, что их поступки, их, может быть, слова могут навредить правам, ну и вообще чувствам, да, какого-то другого человека. Ведь некоторые вещи, которые мы не делаем в реальной жизни и посчитаем их какими-то, может быть, неприличными, неправильными, даже иногда экстремистскими, мы почему-то делаем в социальных сетях, на пространстве интернета. Эти границы, они начинают стираться, и, по сути, то, что сейчас происходит, это попытка навести некоторый порядок, привести это в какие-то правильные, должные рамки, отрегулировать эту ситуацию, потому что мы все больше и больше начинаем проводить времени в онлайн-мире, и мы все просыпаемся от будильника, который зазвенел на нашем гаджете, мы проверяем страницы наших социальных сетях, уже проснувшись с утра, мы постоянно потребляем этот продукт, и все, что сейчас делается, в том числе законодателем, это попытка как-то привести это в правильный, гармоничный вид, и попытка также защитить права тех пользователей, которые, к сожалению, очень часто нарушаются в связи с распространением запрещенного контента. Конечно, с нецензурной бранью здесь есть особая специфика, есть свои сложности, и в данном случае закон, он просто устанавливает какой-то порядок, дальше социальные сети будут самостоятельно решать, каким образом
и кого они на основании своих правил будут блокировать за распространение такого рода информации, ну, то есть вот такой лексики. Спасибо, Екатерина. И следующий вопрос как раз лингвисту. Мария Сергеевна, вот есть ли четкое определение, что такое мат с точки зрения лингвистики, с научной точки зрения, и с какой целью его используют? Да, конечно. Спасибо за вопрос. Это самый главный вопрос, потому что к мату вот то, что вы сказали, относится вот это ядро из 4-7 слов и производные от них. То есть вот эта, скажем так, когорта слов, она является оскорбительной 100%. То есть наличие этих слов даже может быть и завуалированное, то есть с использованием каких-то графических символов. Если читается однозначно, то, безусловно, это будет считаться тоже матом. Но тут надо сказать, что с точки зрения лингвистики слово может быть не оскорбительным, но с точки зрения морально-этической, которую определяет именно суд как высшая инстанция в данном случае, мат, то есть вот данное слово может быть признано оскорбительным. Вообще вот ненормативная лексика, она делится на 4 группы. Да? У нас есть лексика сниженного характера, которая является просто не литературной. Это сленг, жаргон, профессиональная лексика и так далее. Следующая группа – это вульгаризмы, то есть это грубые слова, типа там рожа, харя, извините, пожалуйста, да, как примеры, и прочее. Следующая группа – это лексика бранная, то есть слова, которые используются с оскорбительной целью, и, безусловно, они более грубые по сравнению с вульгарной лексикой. Ну и уж завершает этот ряд, конечно же, лексика обсценная, как ее называют, да, или инвективная, это мат. Собственно говоря, вот этот мат, о котором сейчас идет речь. А какая цель? А какая цель? Да, это же Да. все-таки не только оскорбление. Да, конечно. Я вот, например, пока готовилась к передаче, для себя определила примерно 10 функций мата. Около того. Да. Первое, это, конечно, вот как сказал Сорел, это эмоциональная разрядка. Да. То есть, когда человек испытывает какое-то эмоциональное потрясение, ему нужно вот эту эмоцию облечь в какую-то вот словесную форму и как камень бросить, чтобы освободиться. Далее это может быть просто выражение эмоций, причем и позитивных, и такие случаи тоже есть, да, и отрицательных. Далее это, конечно же, вот оскорбление, то есть это уже адресное употребление этих лексем для того, чтобы вызвать у человека внутренний дисбаланс, дисгармонию, и чтобы он ответил вам тем же. То есть это, по сути дела, хейтерство, да, или троллинг, то есть это как психологическая игра, когда человек пытается, вот мат – это одно из средств, да, троллинга, пытается вызвать у человека негативную реакцию, и в результате, когда он это получает, он себе говорит: да, я знал, что ты такой. Но, кроме того, вот самое ужасное для филолога – это когда мат используют в роли слов-паразитов. В лучшем случае это может быть блин, да, или там еще какие-то номинации, но если это такое грубое слово, человек произносит слова-паразиты совершенно неосознанно. Вот на то они и паразиты. И это, конечно, свидетельство, к сожалению, очень низкой внутренней культуры и, в общем, явная недоработка как со стороны школы, так и со стороны общества в целом, да, так и со стороны средств массовой информации. То есть не воспитали у человека вот какое-то достоинство, желание самосовершенствоваться, развиваться и так далее. Но, кроме того, это может быть даже как речевая характеристика персонажа в художественном стиле, как ни странно, да. То есть если мы возьмем того же Пушкина, мы тоже можем у него встретить такую лексику, и она будет совершенно уместно в данной ситуации, потому что это как элемент какой-то вот такой языковой игры. Можно, конечно, продолжить этот ряд, но я думаю, что уже достаточно. Хочу напомнить телефон нашей студии 41 12 42 14 39, если вы хотите задать вопрос в прямом эфире. И наша WhatsApp-линия, вы видите телефон на своих экранах, задавайте свой вопрос. Вот, кстати, сейчас только что Мария Сергеевна сказала, что, мол, Сорел использует свою ненормативную лексику в публикациях, чтобы эмоции выразить. Сорел, так ли это или вообще для чего ты его используешь?
Да, как здесь правильно отмечалось выше, я совершенно против использования матов для так называемой связки слов, потому что это, по-моему, звучит вообще отвратительно. Я же использую нормативную лексику для более эмоциональной окраски и для лучшей передачи эмоций, что ли. Ну, хотя я тоже, тут тоже перебарщивать не рекомендуется, потому что, но я все про интернет говорю, потому что где-то там на людях в автобусе это тоже, это чревато давно уже, можно 15 суток получить теоретически, правильно? А в интернете, да, это в основном, ну и мои тоже знакомые тоже, с которыми я общаюсь, на которых я подписан, они тоже используют лексику, но они больше ее используют грамотно и как бы, но не всегда, и для усиления эффекта, так сказать. Потому что русский язык очень богатый язык, он в принципе и без мата очень богатый и очень насыщенный язык, в отличие от любого другого языка мира. И поэтому мат его может расцветить и как-то там усилить какие-то эмоции. И в принципе я не против его использования в отдельных моментах в интернете. Но не как оскорбление положительные кого-то, эмоции выражаешь или разведки эмоций, отрицательные? наверное, больше. Больше положительные эмоции выражаешь или отрицательные? Вы знаете, русский мат это такая довольно-таки универсальная штука, и им можно описывать природные явления, рассказывать свои пережитые чувства, и даже, скажу больше, им можно описывать какие-то технологические процессы на производстве, понимаете? Поэтому всяко разно. Пациентов. Ну вот у меня фантазия просто бурная в этот момент, когда вот Нет, наши а гости ведь говорят. еще есть и идиомы, да, устойчивые выражения, где там из песни слов не выкинешь. Очень много таких устойчивых выражений, Да. фразеологизмов. Да, ну шутки шутками, но тема-то серьезная. Екатерин, Лига безопасного интернета борется также с кибербуллингом, травлей сети. Оскорбление нецензурными словами – это одна из сторон этого явления. Вот какой процент пользователей, которые подверглись оскорблениям, оставляет такие высказывания без внимания? И сколько человек подвергаются кибербуллингу? Спасибо за вопрос. В прошлом году мы получили на нашей горячей линии более 18 тысяч обращений от родителей, чьи дети стали жертвами кибербуллинга. И, к сожалению, в ряде случаев дети совершили суицид после вот этой травли, преследования, издевательств, которым они подверглись. Это действительно большая проблема, особенно применительно к ряду социальных сетей, ну, например, к Инстаграму, где это явление хейта, ну, такой жестокости, травли очень сильно распространено. Мы с прошлого года пытаемся предложить разные варианты решения проблемы, несмотря на то, что у нас много достаточно законов и о клевете и так далее и тому подобное. К сожалению, все это очень сложно работает на практике, и в реальности людей очень трудно привлечь за это к ответственности. И вот буквально сегодня депутаты внесли на рассмотрение Государственной Думы новый законопроект, который позволит такие публикации, связанные с травлей, с издевательствами, ну, то есть с преследованием людей, клеветой, блокировать в досудебном порядке, если есть от гражданина опровержение этой информации, он может обратиться в прокуратуру, и прокуратура сможет принять решение о включении вот этой информации в перечень, запрещенный к распространению, ну, то есть это будет автоматическая блокировка этих материалов. К сожалению, вот эти случаи кибербуллинга, травли, они несут очень часто тяжелые психологические последствия, и не только для детей, и для взрослых, потому что очень часто и взрослые становятся объектами травли, и это и учителя, это и медицинские работники. Мы все видели, наверное, вы тоже обсуждали летом вот эту историю, когда буквально затравили тульскую медсестру, которая в условиях жары там работала, ну, в сложной ситуации по ковиду, да, ее там сфотографировали в каком-то, как люди считают, неподобающем виде. Многие становятся жертвами, последствия для психики граждан очень тяжелые, особенно для детей.
И самая большая проблема в том, что если эти материалы с травлей, они продолжают оставаться на площадках социальных сетей, если они не удалены, то сама мысль о том, что вот это вот где-то находится, да, какие-то фотографии, какие-то высказывания, что это еще кто-то может прочитать, вот каждый раз эта мысль жертву этого кибербуллинга заставляет волноваться, тревожиться. Ну, то есть травма, она так и продолжает развиваться. Это большая сейчас очень проблема, и мы будем работать над тем, чтобы хотя бы уменьшить количество таких материалов в социальных сетях. Ну и особенно тех групп, которые специально созданы для того, чтобы друг другу давать советы, рекомендации, как травить, издеваться над людьми. Конечно, во многих из этих случаев, ну, практически в большинстве, используется и нецензурная брань. Очень часто используются всякие варианты видеомонтажа, коллажи, когда, там, например, используется лицо человека, к нему там примонтируются там разные какие-то неприличные фотоизображения или видеоизображения. То есть вариантов здесь очень много, и, к сожалению, вот есть специальные сообщества, которые все это рассказывают, как это можно сделать, в том числе детям. Да, знакомая ситуация. Я помню, тут тоже про меня картинки сочиняли разного толка. Ну, ладно, бог судья. Вот, кстати, вопрос интересный. А как быть со словами на других языках, которые пишутся и слышатся как мат на русском? Ну, уже многие пользователи начали этим хитрить и переделывать русскими, точнее, английскими буквами мат на русский или с матами на английском языке. Ведь можно вот это оскорбление написать на английском, вроде как ничего не будет. Вот, Мария Сергеевна, как думаете, как быть? Да, это очень сложный вопрос, и вообще лингвистическая экспертиза – это очень тонкое дело, поскольку речь идет о языке. Ну, я, например, язык воспринимаю как некое такое живое существо. То есть, в принципе, есть, может быть, даже иногда некоторая доля субъективности, но для этого существует комиссия экспертная, которая решает в данном случае, есть оскорбление или нет. Но вот по поводу мата на другом языке надо сказать следующее. Я так понимаю, что сейчас, в данное время, в инструкциях не прописаны конкретные указания на то, на каком языке ругаются. Да? Поэтому мат на английском языке, он как бы выпадает, я так понимаю, из поля зрения экспертов, поскольку это иностранный язык. Но если, допустим, похожие слова, это в основном связано, наверное, с устной речью. Да? У меня тоже есть примеры, потому что я сама собираю различные лингвистические казусы, когда человек говорит одно, а его собеседник слышит совершенно другое. И в данном случае, конечно же, это трудно зафиксировать. И, как я уже сказала, у нас фоноскопической экспертизы нет, поэтому здесь пока не разработана ситуация. А еще я могу сказать о студентах, наших ребятах из сельских районов, которые приезжают в Якутск и начинают ругаться на русском языке. Вот тут есть такой феномен, что когда ругаешься на иностранном языке, кажется, что это как бы менее обидно, менее оскорбительно. Но при этом они не понимают иногда, что русский-то язык знают все, и мат тоже, он точно так же неприятен всем окружающим. Но, к счастью, они очень быстро адаптируются, и к концу первого курса они уже становятся вполне себе культурными молодыми людьми. Но такой феномен есть, и это из моей практики. Ну да, кстати, по-английски вот выругаешься, и как будто и поругался. На английском по-русски или... На английском. То есть на английском, английскими ругательствами, да. Все равно вот оно звучит да, я просто фантазирую, что не так, как по-русски. Сарел, вот мы подняли до этого тему о том, что соцсети, похожи ли они на общественные места. И вот пока разговор шел, я подумала, что вот по аналогии, да, общественное место – это какая-то группа в соцсети, например, да, сообщество какое-то. Там могут быть правила сообщества, модераторы пишут, что вот тут у нас мат запрещен, и люди соблюдают эти правила и не ругаются в общественном месте. А вроде как у себя на странице человек
ну, на своей странице. Что Он у хочу, то себя и дома делаю. и делает, что хочет. Сарел, вот как вы считаете? Ну давайте я про Facebook скажу. Да, за Facebook. Где я как рыба в воде. Вот до того, как меня заводили. Короче, там нельзя сравнить. Это и общественное место, и в то же время не общественное место. Потому что в соцсетях тебя читают в основном те люди, которые твои френды и которые как бы подписаны на тебя. И там таких посторонних людей-то особо нету. Но если они пришли, то их никто особо и не звал, понимаете? Никто не обязан перед ними отчитываться. Если я им не интересен, они просто разворачиваются и уходят. Или ставят на меня крестики и все, и я им больше не появляюсь. Понимаете? Так нельзя сделать, например, на остановке или в ресторане, или в театре. Там ты присутствуешь, и все, ты не можешь на нем крестик поставить. Звук не можешь ему выключить. А здесь получается вот так вот там. Ну или, например, возьмем какого-то конкретного персонажа, например, это же зависит от пользователя. Я захожу, например, к Виталию Обедину и начинаю читать его новости, его ленту. И очень сильно хочется сматериться, реально, почти что через каждый пост. У него такие острые посты, но там материться нельзя, потому что он это запрещает делать. И поэтому там никто не матерится. Вот так вот мы выстраиваем взаимоотношения, и там можно как-то это все регулировать и управлять вот этим вот. А как вы считаете, вообще нужна цензура в интернете или можно без нее обойтись? Ну вот в соцсетях конкретно. Нет, какая цензура, конечно, обязательно нужна. Но как без цензуры? Там, если это растление малолетних, терроризм, суицид, ну вот эти вот общие такие человеческие, такие, как сказать, законы, правила, они должны существовать. Но что касается нецензурных выражений, то я лично был против какой-либо цензуры. Цензура должна быть внутренняя у человека. И у зрителя, и у самого источника информации. Самоцензура – это Так, чтобы... культура поведения, собственно говоря. Вот по большому счету, вот эти вот соцсети, да, они как бы против тоталитаризма. Но на самом деле, вот если так вдуматься, они нас подводят к тому, что мы, получается, как бы какие-то адепты некой какой-то социальной секты, понимаете? Нас можно забанить. Ну, сегодня, да, нас как бы за дело банят, а завтра за что банить будут? Дойдет до того, что мы будем выходить и говорить: здрасте, до свидания. Вот и все, за это не забанят. А что-то ты там что-то скажешь не так? Ну да, сегодня им одно не нравится, завтра другое, ну, по делу ты им не нравишься. А что завтра им не понравится? Какие слова, за что они нас будут банить, понимаете? Так что цензура тут как бы можно как бы не перегнуть палку. Понимаете? Ну вот Екатерине как раз следующий вопрос. Вот мы на прошлой неделе общались, и как раз вы сказали, что крупные соцсети, вот те вышеперечисленные, там Facebook, TikTok, Twitter, там YouTube, они вроде бы как юрлиц не имеют в России. А смогут ли они тем самым избежать многомиллионных штрафов, если не удалят публикации с матом? Или как контент какой-нибудь запрещен? Это действительно очень важный и интересный вопрос. И этот вопрос пытается решить не только Россия, но и многие другие страны. Действительно, есть социальные сети, есть у них какие-то правила модерации, совершенно непрозрачные, неоткрытые. Мы видим, что они, с одной стороны, модерируют пользователей, например, из России, которые публикуют информацию о России. Ну вот как это было с блокировкой наших пользователей, которые 9 мая массово постили фотографию Знамени Победы над Рейхстагом в Фейсбуке и их блокировали. То есть они вводят какую-то цензуру по своим внутренним причинам, но при этом продолжают давать волю, давать развитие распространению противозаконной информации. Вот сегодня мне, например, более 40 ссылок с информации с продажей наркотиков прислали в Твиттере, где можно просто по ссылке зайти, купить, и все это в открытом доступе находится. Действительно, государство пытается как-то решить эту проблему и предлагает разные варианты решений, но без того, чтобы эти компании открыли здесь, в России, юридические лица, либо представительства, работали чисто в правовом поле России, платили, кстати, здесь налоги, потому что сейчас происходит какая-то парадоксальная ситуация, когда они, с одной стороны, получают здесь
достаточно большую прибыль от продажи рекламы и иных сервисов, не платят налоги, позволяют распространяться запрещенному контенту, как вот, например, информация о наркотиках, и при этом не исполняют решения наших судов, как это часто происходило и происходит с социальной сетью Twitter. Это абсолютно какая-то вольница, которую нужно менять, и мы со своей стороны предложили их законодательно обязать здесь открыть эти юридические лица для того, чтобы у государства был дополнительный механизм воздействия на эти платформы, если они нарушают права наших пользователей, что все более часто происходит в последнее время. Это не только российская практика, по этому пути пошли многие страны мира. Ну, например, в Германии есть такая обязанность в законе. Такая обязанность есть очень четко, аккуратно регламентированная в законодательстве Турции. Здесь не должно быть никаких резких движений, не должно идти речи о какой-то полной блокировке этих платформ на территории России, если они какие-то требования не соблюдают. Должна быть спокойная система там, штрафов, может быть, замедление скорости их трафика. То есть то, что их... Катерина, и у меня к вам есть еще один вопрос. Вот на прошлой неделе буквально стало известно, что Инстаграм будет удалять аккаунты, чьи владельцы допускают не просто оскорбительные посты, да, а оскорбительные сообщения в личных переписках, в Директе. То есть вот как соцсети смогут это урегулировать, не вмешиваясь в личную жизнь пользователей? Ну, я вам уже говорила, что Инстаграм — это, наверное, лидер по хейту не только в России, но и во всем мире. Там просто какие-то группировки злых людей, которые нападают на блогеров, особенно популярных блогеров. И очень часто эти нападки продолжаются и в личных сообщениях, то есть идут прямые угрозы, идут такие жестокие достаточно сообщения. И естественно, что Инстаграм не заинтересован в оттоке пользователей, поэтому он предлагает какие-то новые правила работы и вот решил блокировать таких пользователей, которые рассылают в личных сообщениях угрозы, ну и такие вот или клеветнические обвинения, или какие-то нападки осуществляют. Как это на практике будет работать? У социальных сетей есть алгоритмы, которые позволяют им промониторить все, что происходит на их платформе. И, соответственно, я думаю, что они какие-то запрещенные слова включат в этот перечень. И если такие будут сообщения поступать там, через личные сообщения, то они будут просто автоматически блокироваться вместе с пользователем, который эту отправку осуществляет. Вот у меня сразу вопрос Марии. Короткий вопрос, короткий ответ. Как думаете, актуален ли словарь синонимов? То есть замены мата на какие-то более добрые слова? Ну, я думаю, что это не выход в данной ситуации, потому что все-таки мат — это проявление какой-то внутренней культуры, и лучше работать над собой и вообще не использовать, то есть не иметь потребности в использовании подобного рода слов. Поэтому вот эти синонимические замены — это, по сути дела, то же самое, но просто в более мягкой форме. Но это лично мое мнение. Сарел, а ты как к эвфемизмам относишься? Эвфемизмы — это которые замена слов, да? Да. Эвфемизм называется. Честно говоря, как сказать? В мою юность, когда я пытался заниматься боевыми искусствами, одного мастера спросили, зачем заниматься карате, если вот можно с собой нож таскать, или там кастет, или там травматический пистолет. На что он ответил, что зачем вам костыли, ребята? Тренируйтесь, учите карате, развивайте себя, понимаете? Как сказать? Вот эти вот эвфемизмы, я думаю так, или ты применяешь эту нецензурную лексику, или ты все-таки развиваешь свою лексику литературно, читаешь много книжек, ходишь на спектакли, изучаешь культуру своего родного народа и народа, который вокруг тебя, и обогащаешь свой язык, понимаете? Лично я могу культурно очень выражаться, могу с матом и могу без мата, понимаете? Ну, кстати, и в книжках в последнее время очень много в литературе в современной русской мат очень сильно употребляется. коробит, Спасибо большое, Сарел.
не владея языком, начинают через слово сыпать Спасибо, эти спасибо. ненормативы. Просто у нас время эфира подходит к видео концу. смотришь в этих WhatsApp, ютубах, они вот это вот записывают. В и прямо Фейсбуке сыпят, и успеешь сыпят, прямо высказаться. соль на Серёж. рану, так нельзя. Спасибо участникам эфира за обсуждение такой специфической темы мата в социальных сетях. Спасибо, что обсудили его без мата. А вот выпуск программы «Завтра» будет посвящен почти противоположной теме – Дню спонтанного проявления доброты. И моя коллега Ирина Ефимовна пообщалась с добровольцем Антоном Васильевым, собирала валежник и делала другие добрые дела. Молодец. С вами была программа «Якутия Лайв» и мы ее ведущие Ирина Ефимова и Иван Луцкан. В продолжении эфира новости на телеканале «Якутия-24». Не переключайтесь.